Всем здравия, добрым, недобрым, хорошим, плохим, осознанным, неосознанным. Всем людям планеты Земля, так или иначе заблуждающимся в своих утверждениях в огромном большинстве. На канале Шаг в сообществе было размещено сообщение, там можно было задать вопросы. Вот наконец-то я нашел время, чтобы на них ответить. Попробую коротко, но отвечу всем, абсолютно всем. Лида Гончарова: Андрей, будь здрав, надеюсь, с тобой все хорошо. Со мной все хорошо, с нами все плохо. Оксана: здравия, Андрей, какая помощь вам необходима? Ну, по поводу материальной помощи, на моем канале Объединение равных, в закрепленном комментарии закреплена карта Лукьянов А, это я. Доступ к каналу вообще имело 7 человек, сейчас я этот доступ ограничил. Возникают мысли просто об удалении канала. Не из-за каких-то там преследований или еще чего-либо. Ну, я не вижу как таковой его важной такой необходимости существования. У нас много сейчас на просторах интернета разных гуру, учителей, пророков. Ну, как они, видимо, себя считают. Но не без вашей помощи, опять же. Медные трубы, какая-то поддержка. Народ доведен до такого состояния, что уже готовы верить во что угодно. Ну, это глупо. У одних просто вот глава государства, да, Российской Федерации, это вот камень преткновения всех бед. Беда в нас. Я говорю, что если завтра придет как бы то ни было другой человек, и что? Он придет уже образованный, наученный этим обществом, этим социумом. А Россия, она как лакмус была на протяжении многих тысячелетий всего плохого и хорошего. Ну, плохое, как известно, проще привить, проще заставить, поэтому жить. Сейчас, когда люди мне говорят, я честно живу, мы нечестно живем, все нечестно живем. Мы играем честно по правилам нечестной игры. Вот и все. Мы честно работаем в каких-нибудь сетевых магазинах, не крадем же, честно продаем низкокачественные продукты таким же гражданам. Честно оказываем низкопробные услуги. Ну, не думаю, что это стоит. Система развития там, кто умеет думать, не глубоко копать, а тому все понятно. Андрей, доброго времени суток. Вот ты пришел в Москву, что дальше? Пришел не я, придем мы. И все. И все. Я уже говорил, что у Александра, да, миссия была по поводу изгнания демона из Путина. Для меня это всего лишь этап, и не только для меня. Главная цель — это оздоровление нашего сознания, понимание всего происходящего. И до того самого здорового общества, о котором Александр говорил уже, Сашка наш, ну, если быстро идти, то за 100 лет дойдем. А вот это вот, то есть, то к чему по большому счету стремится больше масса, да, населения, то есть, ну, сытость какая-то, обеспеченность, защищенность, этого достичь можно в течение буквально 50 лет. 50-5-10. Не все так просто.
Все, опять же говорю, зависит от того, кого вы прочите в главы государства. Сейчас вообще, ну, для меня это цирк. Христиане, коммунисты, ну, это такой абсурд, что я отрицательно отношусь к коммунистам, нынешним коммунистам. Последние коммунисты, ну, были расстреляны, наверное, в годах в 30-х. Тоже пропитанные там идеологией, одурманенной идеологией какой-то. Ну, потом они стали тоже лишними. Ну а потом все, что произошло, оно произошло не разово. Я говорю, опять же, вы изучайте вопросы, и вы найдете там ответы. А социальную защищенность, еще какие-то блага, да, так скажем, государства, которые государство обязано предоставить каждому гражданину. Но это можно при любом политическом строе устроить. Для меня кажется, что это просто, когда люди, действительно любящие свою родину, придут к власти, они решат эти проблемы. Правда, с нами какие могут быть вопросы? Люди борются за вольный воздух, за нашу свободу. Еще раз повторяю, я ни с кем не борюсь. Борьба – это возня нанайских мальчиков в конечном итоге. Себя победить можно, призывать к борьбе других – это бессмысленно. Я так считаю. Я противостою. Противостою во всех направлениях. Я с детства такой. Мне это неудобно очень. Крайне неудобно. Рая Пилецкая. Андрей, добрый день. Есть ли у вас информация по экрану? Ну, это устаревшая информация. Виктор Алексеевич досиживает уже практически свой срок за организацию. Ни один вопрос, как повторно мы могли осудить по одной и той же статье. Сейчас я смотрю, публичные мероприятия проводятся, опять тем же, кому можно, но это опять же наши левые партии. Ну, естественно, партия власти. Лидер мира 19 сентября, идем на выборы, только вместе мы сможем победить. Ну, это выбор каждого, за кого идти, куда идти. Я, скорее всего, не смогу. У меня до сих пор временное удостоверение. Да и, ну, смысл, если бы даже я и пошел, я бы пошел вон за парикмахера, проголосовал. Там, кто не в курсе, Сергей Зверев у нас там борется за экологию, вернулся в Бурятию, ну и решил там Байкал, видимо, причесать да постричь. Его там без него есть там кому стричь. Ну, я несерьезно к этому, конечно, всем отношусь. И опять же, я говорю, экология, прочие какие-то проблемы, это все стоит во главе государства. Как государство будет решать эти проблемы, когда оно начнет их решать, тогда они будут решены. А то, что там какая-то партия зеленых где-то чего-то там, ну, это, не знаю, отмывание денег, все как всегда. Как главный у нас Greenpeace, ну, та же самая мафия.